У меня первый вопрос к Денису. Денис, дело в том, что вот эти новые изменения в земельный кодекс, они были расценены соцгруппами, соцсетями, как продаем землю иностранцам. И то же самое, как я поняла, думали те люди, которые вышли в ИТРАО на митинг протеста. И в то же время президент Назарбаев говорит, что все неправильно поняли, что закон здесь хороший. Объясните нам, пожалуйста, что не поняли, что конкретно недопоняли все эти люди, которые возмущены этими поправками. Смотрите, никто там о продаже, естественно, иностранцам не вел речь, хотя я, например, за это и считаю, в этом ничего плохого нет. Разговор шел о том, что люди, казахстанские граждане, которые имели земли в аренде, они могли бы их приобрести в собственности, начали бы вести дело, исходя из того, что это их частная земля, и они могут инвестировать достаточно в долгий период. Деньги, вот такую огромную площадь купить у среднестатистического казаха есть или нет? Или у тех же аграриев, которые уже работают на дальних площадях? Все у них есть. И деньги есть. Если нет, то можно приобретать там с помощью кредитов. Закон оговаривает, я думаю, что там будут возможности рассрочки. Обычно же закон принимается, потом принимается дополнение. Но смысл в том, что по идее захотели закрепить право на частную собственность, а получилось как всегда. Талгат, вы были одним из организаторов этого митинга, многотысячного митинга в ИТРАО, людей, которые против этого закона. Скажите, а чем конкретно вы недовольны? Мы на митинге заявили, что мы против частной собственности для казахстанцев, против передачи в аренду иностранцам на 25 лет. То есть мы прекрасно поняли, в принципе, я сам юрист, мы закон изучили до этого, и предмет мы понимаем. Мы считаем, что передача иностранцам на такой долгосрочный период является риском. Мы считаем, что это главный образ, это угроза нам, казахстанцам, казахам. Земля для нас святое. А что ж плохого могут сделать те же самые китайцы, если они привезут инвестиции и будут улучшать сельское хозяйство? У нас такой принцип. Государство не смогло развить, так сказать, экономику с помощью нефти и другими природными богатствами. Она не сможет помочь. А земля ни в коем случае не сможет помочь. Пусть если эта земля лежала 500 лет, пусть также будет лежать. Придут наши дети, сделают с этой землей то, что необходимо. Но ни в коем случае не допускать иностранцев. Есть ли в законе какие-то оговорки о том, что казахский гражданин покупает землю, то доля иностранного капитала там строго ограничена? Большинство людей не понимает, что есть понятие как горизонт инвестиций, а сельскохозяйственные инвестиции – это очень долгоиграющий процесс, и горизонт у них явно выше 10 лет. Поэтому если мы говорим о том, что аренда земель на 10 лет – это истощение, то аренда земель на 25 лет – это уже возможность хоть каким-то образом понимать, что ты инвестируешь, куда ты инвестируешь. В Казахстане нет прозрачности. Казахстан одна из коррумпированных стран мира, одной из самых коррумпированных стран мира. Естественно, у людей априори нет надежды на то, что власти сделают все как надо. Ведь если бы люди доверяли власти, они бы не вышли на митинг протеста. Они бы посмотрели закон, поняли бы и решили, что все нормально, все будет выполнено. Посмотрите вокруг, иностранцы уже вышли из Казахстана и выходить продолжают. Казахстан перестает быть интересной зоной как раз таки потому, что горизонт инвестиций сокращается. И неважно, сельхоз это направление, нефтяное направление или какое-то еще. Нужно верно, иностранный капитал это ведь не только деньги, это знания, это навыки, это умения, которые они приносят за собой. Талгат, теперь к вам вопрос, к вам как гражданскому активисту. Я понимаю, что земля для казахов очень дорога, однако Денис ведь прав, иностранцы могут принести ноу-хау, и это, может быть, поможет поднять сельское хозяйство Казахстана. Вы так не считаете? Не все же они такие плохие. Да, в принципе, я с этим согласен, но не в данный момент, не с таким правительством. Поэтому рисковать землей, что вдруг это получится, а вдруг это может не получится, тогда будет поздно, мы просто ничего не сможем изменить. То есть, если бы были бы выработаны механизмы наблюдения, контроля над тем, как используются земельные ресурсы, которые арендуются иностранцами, вы бы были довольны? Может быть, это уже подлежит обсуждению, да. В данный момент мы хотим, чтобы полностью это отменили.